Добрый день. Приветствую всех в Национальном музее Удмуртской Республики. Меня зовут Александр, я сотрудник Национального музея. Сегодня, в преддверии юбилейной годовщины 35-летия вывода советских войск из Республики Афганистан и завершения Афганской войны, которая продлилась целых 10 лет, около 10 лет, мы хотели бы вам рассказать краткую лекцию, своего рода обзор на участие нашей республики и ее военнослужащих в этой войне, ну и, конечно же, краткую историю самой афганской войны, что происходило за эти долгие 10 лет, в течение 80-х годов 20 века, как на территории самой республики Афганистан, так и в том числе здесь, в Советском Союзе, у нас на родине. В 1973 году Афганистан, который соседствовал с Советским Союзом, был нашим южным пограничным соседом, еще являлся королевством. Но, однако же, будучи очень отсталой технически, экономически страной, он находился практически на стадии развития Средневековья. Там преобладали, можно сказать, феодальные отношения. И в 1973 году последний король Афганистана свергается его ближайшими сподвижниками, и к власти приходит его родственник и двоюродный брат генерал Мохаммед Дауд. Что происходит после этого? Бывшее королевство Афганистан превращается в практически военную диктатуру, автократию, как раз под руководством нового военного правительства. И следующие 5 лет, до 1978 года, практически в стране происходят мятежи, волнения, различные столкновения между и политическими группировками, и сторонниками старой власти и нового правительства, военной диктатуры. И, конечно же, волнения среди народа, поскольку были представители и коренных исламистских традиций, верований и устоев, которые не хотели каких-то нововведений и перемен в своей стране. И были же, конечно же, сторонники, в том числе и новой власти. И вот это пятилетнее, довольно нестабильное, хаотическое правление, авторитарное, заканчивается в апреле 1978 года, поскольку в Афганистане происходит новый переворот, новая революция, которая называется Апрельская или Саурская. И в ходе вот этой революции прежний режим опять был свергнут, и к власти приходит Народно-демократическая партия Афганистана, НДПА. Первым ее лидером на тот момент был Нур Мохаммед Тараки. Он и, собственно, возглавил правительство Афганистана и Центральный комитет Народно-демократической партии. Тоже он совсем недолго пробовал у власти. Несмотря на то, что на тот момент Афганистан и Советский Союз были, можно сказать, друзьями, союзниками в политическом плане, несмотря на это, все-таки просоветские, прокоммунистически настроенная Народная партия Афганистана, она тоже довольно часто меняла своих лидеров. Там было две группировки внутри самой партии, две фракции, которые назывались Хайк и Парчам. И, конечно же, внутри этой партии тоже были многочисленные несостыковки, столкновения, несогласия. И в результате вот таких вот внутриполитических столкновений в стране, в Афганистане, потихоньку разгорается и гражданское военное столкновение и перерастает в гражданскую войну. Кто в ней участвовал? С одной стороны, это были лидеры Народно-демократической партии, само правительство Афганистана и подчиненные ей армия,
и вооруженные силы, какие-то спецслужбы, включая там МВД и разведку. Они носили такие интересные названия, как ХАТ и Царандой, то есть практически это были синонимы советских спецслужб, такие как КГБ, МВД на тот момент, их коллеги. И с другой стороны, в этой гражданской войне участвовали представители исламистских группировок. Это такая подпольная вооруженная оппозиция, которая была не согласна с новыми реформами, с новым курсом. Собственно, они были противниками нового. Они придерживались фундаментальных таких традиций, ценностей исламского уклада жизни. В будущем их стали называть маджахедами или душманами, и они как раз и составляли вооруженную оппозицию как и афганской армии, так и советскому контингенту войск в Афганистане. Наступает 1979 год, год ввода советской армии в Афганистан, и происходит новая смена власти на фоне вот всех этих политических волнений и народного противостояния, вооруженных столкновений в армии и в партии. Осенью 1979 года, свергнув бывшего лидера, предыдущего лидера Тараки на пост председателя НДПА Афганистана, вступает новый лидер, уже не совсем дружественно настроенный по отношению к Советскому Союзу. Это прозападно настроенный лидер фракции партии Хальк Хафизулла Амин. Вот как раз с этого момента в Советском Союзе, в руководстве Советского Союза, в армии уже серьезный разговор начинается о том, чтобы как-то вмешаться в этот процесс политической нестабильности, гражданской войны в Афганистане и помочь уже военным способом его регулировать. Несмотря на то, что и до этого, начиная с 1978 года, в 1979 году в Афганистан были отправлены советские специалисты и военные советники, и дипломаты для того, чтобы помочь регулировать гражданское противостояние в этой стране, этого было недостаточно. И с лета 1979 года в Афганистан вводятся, сначала скрытно, потом уже организованно, советские части. Министр обороны Советского Союза маршал Устинов в декабре 1979 года принимает директиву, конечно, после многочисленных споров и столкновений в высших кругах советской власти о том, нужно это или нет нашей стране, все-таки было решено ввести войска и поставить во главе правительства Афганистана дружественно, лояльно настроенного по отношению к СССР, своего человека, грубо говоря. Этим человеком был один из, в свою очередь, политических лидеров и Афганистана, и его Народно-демократической партии, его звали Бабар Кармаль. Он на тот момент находился в Москве, в столице Советского Союза. По специально разработанному, принятому в высших руках советской власти плану военному, Бабар Кармаль должен был приехать вместе с советскими спецслужбами, с воинскими частями, с армейскими частями в декабре 1979 года и сменить неугодного в Москве предыдущего лидера Хафизулла Амина, который к тому же не гнушался даже физическим устранением своих конкурентов предыдущих, что тоже, конечно же, советскому правительству очень не нравилось. И в декабре 1979 года различные подразделения советской армии вводятся на территорию Афганистана. И прежде всего дислоцируются, давайте посмотрим вот на карте, дислоцируются в районе города Кабул. Город Кабул – столица Демократической Республики Афганистан. Совсем недалеко находится от восточной границы Афганистана с Пакистаном.
И каким образом происходила переброска войск? Через наши южные республики, которые граничат с Афганистаном, это Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан. Очень протяженная была граница, она отмечена розовой чертой на карте. И эта граница, она тоже являлась большой опасностью, поскольку с территории Афганистана во время гражданской войны могли проникать вооруженные банды, и в том числе на южные территории Советского Союза. Этого тоже, конечно, правительство допустить не могло. Через пограничные пункты, населенные пункты в Таджикистане, Туркменистане Такушка, например. В Таджикистане это пограничный город Термез, там протекает река Амударья и находится знаменитый Хайратонский мост. Вот через город Термез вводились войска в Афганистан, а потом уже обратно выводились. Воздушное сообщение между Советским Союзом и Афганистаном существовало. Из Москвы в Кабул 27 декабря 1979 года был переброшен сам Бабар Кармаль. Он находился недалеко от столицы, на аэродроме Баграм. И там же дислоцировались подразделения советской армии. Вначале ограничены. Это были воздушно-десантные силы. Они охраняли важные плацдармы, аэродромы, должны были взять под контроль важные стратегические объекты столицы страны. Это были спецчасти КГБ, например, отряд «Зенит» тоже находился в Кабуле, он проводил операцию по свержению Хафизула Амина. Это были специальные части ГРУ, Генштаба Советского Союза. Как происходила операция по свержению власти Хафизула Амина? Целая военная специальная операция была разработана, называется она «Штурм-333», в ней принимали участие спецчасти КГБ, и ГРУ Советского Союза, десантники нескольких воинских подразделений. Все это происходило в течение 27 декабря 1979 года. Советские части взяли под контроль важнейшие правительственные здания в городе Кабуле. Это дворец Таджбек, президентский дворец, где находился сам Амин и его ближайшее окружение. Сам он был ликвидирован в этот день. Это в том числе были и здания телеграфа, и здания военного штаба, генерального штаба. Собственно, самые важные административные, военные, правительственные здания в городе. Операция была проведена успешно, практически без потерь с нашей советской стороны. И сразу после нее к афганскому народу по радио было выпущено обращение о том, что новым лидером и Народно-демократической партии Афганистана и страны стал дружественный Москве Бабар Кармаль. Он возглавлял Афганистан, возглавлял страну на своем посту вплоть до 1986 года, пока его не сменил следующий президент страны. С этого только начинается ввод советских войск в Афганистан. Изначально не планировалось занимать всю территорию страны. Изначально ограниченный контингент советских войск должен был всего лишь заниматься охранными функциями и поддержкой порядка в столице, в важных каких-то узлах связи, на военных предприятиях, на аэродромах, держать под контролем промышленные объекты и не допускать каких-то происшествий, может быть, диверсий со стороны вооруженной оппозиции, тех самых душманов или маджахедов, как их называют. Однако же, несмотря на то, что советские войска должны были выйти из Афганистана уже вскоре после переворота, это планировалось совершить примерно в 80-м году, 1980 году, этого не произошло. Наша страна, Советский Союз и ее армия оказались втянуты в вот такой вот долговременный, почти десятилетний военный конфликт, гражданский конфликт на территории соседней с нами страны. А сейчас хотелось бы вам рассказать подробнее об непосредственных участниках этих событий, уроженцах
нашей республики, Республики Удмуртия, которые воевали в Афганистане. И некоторые даже прошли не одну военную командировку, даже 2 и больше, в этой пограничной с нами стране. Одними из первых в Афганистан входили военные летчики из Удмуртии. Это представители армейской авиации, то есть пилоты вертолетов, военных вертолетов. Поскольку Ижевск является одним из городов, где есть центры подготовки кадров авиации, это Ижевская школа юных летчиков. Также в Советском Союзе существовал специальный Ижевский учебный авиационный центр, после которого выпускники могли получать образование в высших военных учебных заведениях. То, конечно же, вот довольно много наших военных специалистов было именно из этой отрасли. Давайте вот некоторых из них я вам покажу. На фотографии молодой лейтенант советской армии, вертолетчик Александр Васильевич Батов. Он родился в 1950-е годы, жил в Ижевске, учился в Ижевске, закончил здесь авиационный учебный центр и в Афганистане с конца 1979 года служил в составе 181-го отдельного вертолетного полка. Давайте я вам покажу на карте, где этот полк находится. Город Кундуз, это северная провинция Афганистана, недалеко от столицы, недалеко от границы с Советским Союзом. Именно в этом городе и находился 181-й отдельный вертолетный полк. Вот он был переведен сюда из Советского Союза, из города Джамбул. В этом полку и даже в команде одного вертолета служили 2 наших уроженца, то есть Александр Батов и его командир капитан Леонид Кузнецов. Но, к сожалению, летом 1980 года, выполняя транспортный перелет из места своего пребывания, из Кундуза, и перевозя грузовик с топливом, их вертолет, транспортный вертолет Ми-10, на фотографии этот вертолет можно рассмотреть. Он, пока что по неподтвержденным данным, мог получить пробоины от обстрела, пулеметного обстрела душманов в горах и потерпел аварию, крушение, приземлился на каменистую поверхность. В результате у него были сломаны стойки шасси, и сам вертолет тоже практически был разрушен, загорелся и взорвался. Вот, и, к сожалению, никто из членов экипажа в этом крушении не выжил. И посмертно за участие в военных действиях в Афганистане и лейтенант Батов, и капитан Кузнецов были награждены орденом Красной Звезды. Это очень распространенная боевая награда. А вот именно в ту военную кампанию ей награждались очень многие солдаты и офицеры. Далее хотелось бы рассказать об одном офицере, вертолетчике. Это единственный случай, когда участник афганской войны из Удмуртии был награжден званием Героя Советского Союза и Золотой звездой героя. На фотографии изображен Валерий Филиппович Попков, тоже офицер авиации, офицер советской армии. Он родился в Удмуртии, учился в авиационном училище в Сызрани, затем учился еще и в военно-воздушной академии имени Гагарина в Москве. Кадровый военный. В Афганистане он прослужил целых 7 лет. Посчитать,
с 1982 до 1989 года, вплоть до самого вывода советских войск из Афганистана. Здесь он сфотографирован в кабине своего вертолета Ми-8. Он был командиром вертолета, командиром экипажа. Давайте посмотрим, как выглядел вот такой вертолет. Вот именно вот на таких транспортных, десантных, военных вертолетах Ми-8 очень многие наши летчики принимали участие в войне в Афганистане. Его еще даже называли, эту модель, пчелка, рабочей пчелкой афганской войны. Наш земляк, капитан авиации Валерий Попков совершил на вертолетах такого типа примерно 2500 боевых вылетов в горах Афганистана. И, наверное, благодаря его огромному многолетнему такому боевому опыту он смог перед самым выводом войск в январе 1989 года совершить свой подвиг. В чем он заключался? Давайте подробнее вам расскажу. На тот момент вертолет с экипажем Валерия Попкова и вертолет с экипажем его командира, ведущего, должен был совершать вылет из места своей дислокации. Дислоцировался 23-й отдельный авиационный пограничный полк пограничной авиации в Таджикистане, в городе Душанбе. И Валерий Попков в составе своего полка, соответственно, совершал военные вылеты на территорию Афганистана. Но вот один из последних вылетов закончился неудачно, трагично. Вертолет его ведущего, командира капитана Шарипова, был сбит и потерпел крушение в горах Афганистана. Какое решение пришлось принять Валерию Попкову? Он увидел, что командир сбит, его вертолет упал, взорвался и горит, а сам капитан Шарипов выпрыгнул по десантному из вертолета с парашютом и приземлился, чтобы уже на земле отражать атаки наступавших маджахедов. Валерий Попков приземляется на своем вертолете несколько раз, касается шасси и взлетает снова, и все это время он применяет бортовое оружие, то есть отражает наступавших на его командира из земли маджахедов. В это же время экипаж Валерия Попкова выпрыгивает из вертолета и проверяет сбитый вертолет ведущий командира. Там, к сожалению, весь экипаж погиб, никто не выжил, кроме своего командира, но капитана Шарипова на борт все-таки они успевают взять и взлететь с многочисленными пробоинами вертолета на борту. Это происходило недалеко от северной границы Афганистана, в районе города Ханабад, в горах. За этот подвиг Валерий Попков был награжден званием Героя Советского Союза, причем это произошло уже после вывода советских войск из Афганистана в апреле 1989 года. А его экипаж, все члены экипажа Валерия Попкова были награждены тоже боевыми орденами. Высшим орденом Советского Союза это орден Ленина, и орденами Красного Знамени, и орденами Красной Звезды. Такой вот был уникальный случай, буквально последние дни афганской войны. Сам Валерий Филиппович Попков, он продолжал служить в армии, ушел в отставку в звании полковника и до сих пор живет в России, под Москвой. Далее хотелось бы еще показать вам одного офицера. Мы сейчас с вами находимся на выставке, посвященной героям российской, русской армии, их подвигам. И в том числе вот есть такой раздел про участие советской армии в Афганистане. Рядом со мной мы можем увидеть военную форму. Это вот такая повседневная форма лейтенанта авиации советской армии, старшего лейтенанта. Она принадлежала в свое время Сергею Александровичу Дресвяникову. Он изображен на этой фотографии. Старший лейтенант, офицер, был бортовым стрелком, оператором
боевого вертолета Ми-24. Потом сфотографирован в Афганистане, скорее всего, да, на фоне своего вертолета. Прослужил он в Республике Афганистан, к сожалению, недолго. С 1983 года он принимал участие в военных действиях. В 1984 году его вертолет, возвращаясь с боевого задания, успешно выполненного, был сбит. Опять же, маджахедами в горах, и потерпел крушение. Давайте посмотрим, как эти вертолеты выглядели на фотографиях того времени. Вот такой вот вертолет, основной боевой вертолет советской армии Ми-24, его еще называли крокодилом, возможно, за внешние данные, за форму, за окраску. Такая вот была основная боевая единица армейской авиации в Афганистане. И начиная с середины 80-х годов, когда массово вооруженным афганским оппозиционерам, партизанам, маджахедам стали поставлять страны НАТО, страны Запада современные вооружения, такие как, например, ракеты «Стингер» и другие средства зенитные. К сожалению, начались массовые потери, довольно крупные потери в рядах нашей советской авиации. То есть сбивались и военные вертолеты, и военные самолеты. Но потом военные силы научились справляться с этой проблемой, то есть на земле силами десантников, каких-то специальных подразделений советской армии перехватывались караваны с грузами, с боеприпасами, с оружием, которые из Пакистана переправлялись на территорию Афганистана. И таким образом потери могли быть сведены уже к минимуму. А сейчас несколько слов хотелось бы рассказать и не только о летчиках, но и о сухопутных войсках. На территории Афганистана в различных городах, в различных населенных пунктах было очень много советских формирований, в том числе и десантные подразделения, и подразделения специального назначения, и мотострелковые, танковые войска, артиллерия, и, конечно же, авиация, о которой мы уже говорили, и летчики, и вертолетчики. Очень многие наши земляки принимали участие в этой войне. Среди них был, например, вот этот молодой человек, его зовут Александр Кононов. Он не был кадровым профессиональным военным, он в числе многих своих, так сказать, соотечественников, ровесников, молодых ребят был призван в Афганистан проходить срочную службу. И начиная с 1982 года он в звании сержанта санитарного инструктора служил в подразделении под названием 2-й мусульманский батальон или 177-й отряд специального назначения. В чем заключается его подвиг? Во время высадки в Паншерском ущелье в Афганистане, которое происходило в июле 1982 года, сержант Кононов смог спасти под обстрелом маджахедов и находясь на минном поле своего командира, старшего лейтенанта Валерия Радчикова. Как это происходило? Вертолет высадил разведгруппу на горы, и, как оказалось, они высадились на минном поле. Командир Александра Кононова, вот он изображен на этой фотографии, его зовут Валерий Радчиков, он профессиональный военный, кадровый офицер, закончил в свое время в Советском Союзе Рязанское воздушно-десантное училище по специальности разведка, и возглавлял он разведроту в составе 177-го отряда специального назначения. Так вот неудачно сложились обстоятельства, что в одном из первых выходов в 1982 году, во время разведвыхода, он попал на минное поле и подорвался на мине.
После этого он потерял обе ноги и был отправлен в Советский Союз на лечение. Вернулся в Афганистан в 1983 году и повторил таким образом подвиг Алексея Моресьева. Воевал без двух ног на протезах. Вот. Ну, конечно же, если бы не Александр Кононов, который вытащил командира с минного поля и таким образом спас ему жизнь, скорее всего, Валерий Радчиков погиб бы тогда прямо под обстрелом врага на минном поле в горах Афганистана. Сам Александр Кононов был награжден орденом Красной Звезды, к сожалению, посмертно. Он погиб в конце 1982 года, также подорвавшись на минном поле. И потом погиб в госпитале. А Валерий Радчиков продолжал служить в Советской армии, продолжал служить в Афганистане и дослужился до звания полковника. Впоследствии, даже будучи инвалидом без обеих ног, совершал десантные прыжки с парашютом на Северный полюс в ходе международных экспедиций. Вот такой был необычный человек, дважды представлявся к званию героя, сначала Героя Советского Союза, потом Героя России, но, к сожалению, эти представления не были завершены. Золотую звезду героя он так и не получил, хотя, в принципе, ее, конечно, заслуживал. Вот, в принципе, давайте посмотрим на карте, где находился отряд специального назначения. Здесь, недалеко от пакистанской границы. И в 1989 году, после многолетнего уже участия и ограниченного контингента советских войск, более 600 тысяч человек прошли эту войну, советских военнослужащих, гражданских специалистов. Из нашей республики, из Удмуртии, принимало участие в этой войне больше 2000 человек. И, к сожалению, тоже были свои потери, 83 человека погибшими из нашей республики. А всего потерь было значительно больше, около 15 тысяч человек погибшими и более 50 тысяч ранеными вернулось с этой войны. Ну и напоследок хотелось бы сказать, что до сих пор очень много осталось каких-то материалов об этой войне, о уроженцах Удмуртии, которые принимали в ней участие. Очень много публикаций, вот, фотоальбомы до сих пор хранятся в Национальном музее Удмуртской республики, о медиках, о десантниках, о специальных подразделениях в Афганистане. Сохранились в нашем музее и воспоминания уроженцев Удмуртии, такие вот мемуары одного офицера-вертолетчика Федора Шагеева. И выпускалась такая вот книга памяти, специальное издание об участниках афганской войны из Удмуртии. В этой книге можно прочитать биографии всех 83 человек, которые погибли на территории Республики Афганистан. А сама эта война, она получила такое вот известное название как выполнение интернационального долга перед дружественным народом Афганистана, перед его партией. Завершилась она в 1989 году полным выводом ограниченного контингента советских войск. И ровно 35 лет назад эти события происходили в 1988-1989 году. Получается, что в этом и в следующем году мы будем отмечать 35-летнюю годовщину полного вывода советских войск из Афганистана и завершения